Ребят, я всех приветствую на канале. Сегодня мы будем заниматься по учебнику Spotlight, и у нас 3 класс. Страница 44 страница. Так, мы начнем с вами с правила, которое у вас помещено в рамочке. Это правило будет относиться ко времени Present Simple. Так называется английское время. Present – это настоящее, Simple – это простое. Present Simple. Чем характеризуется это время? Здесь у нас действия, которые будут совершаться. Действия – это глаголы, там бегать, прыгать, играть и так далее, да? То есть, если мы глагол знаем, мы называем его действия. Вот действия совершаются вообще. Ну, то есть, например, я бегаю каждый день, да, то есть я вообще бегаю не именно сейчас. Вот это важно. У них будет еще одно настоящее время, present continuous, и там будет совершаться действие именно сейчас. Так что постарайтесь запомнить present simple, настоящее простое время. Действия совершаются вообще каждый день, каждый вечер. Или, например, там вот как у вас будет в примере, там я люблю пиццу. Ну, то есть я ее вообще люблю, эту пиццу. Но подробнее будем чуть-чуть попозже это все выяснять. Значит, запомнили, present simple, настоящее простое время. Действия совершаются вообще не сейчас, именно не в данный момент. Так, и что у нас идет по правилу? Первое у нас это предложение утверждения. Мы что-то должны утверждать. Например, вот как я уже сказала, я бегаю, я читаю там по утрам, например, я делаю зарядку 2 раза в неделю. То есть, смотрите, это мы утверждаем, мы говорим конкретно, что мы что-то делаем. Вот как образуется предложение. Чтобы сказать «я что-то делаю», I – это «я». Здесь у нас пример «люблю», like. Вместо like может быть любое другое слово. То есть бегаю, прыгаю и так далее. У нас пример like. I like, я люблю пицца. То есть я люблю пиццу. Так и формируем предложение. Если нужно сказать «ты любишь», вы будете говорить you like, ты любишь пицца. Мы любим, we like pizza. Они любят, they like pizza. Но как только у вас появляется слово he, вместо слова he может быть he – это он. Вместо he может быть мальчик, мужчина, любое имя, там Паша, Паша, Толя, Саша, как угодно. То есть какое-то имя, то есть вам по правилу у вас идет местоимение в третьем лице. Третье лицо – это он, она, поэтому и единственного числа. Значит, когда у нас he, он, то мы к like будем добавлять s-очку. И к любому другому слову. Если это будет бегать run, то будет he runs, he likes, he jumps. То есть мы обязательно добавляем s-ку. Правило несложное, но почему-то за него всегда все забывают. Не знаю, с чем это связано. Не забывайте, ребятки. Тут не множественное число, поймите, потому что мы образовывали множественное число, например, cat, cats, коты, да? Здесь не множественное число. Это просто такое правило, потому что he, он, likes, любит. Он любит, he likes. Ну, допустим, как у вас по правилу chicken. Chicken – это курица. Он любит курицу. Чтобы сказать «она любит», то же самое. She likes. И, например, там он любит. Ну, кот, например, да? It мы говорим он, она, животные предметы. Мы называем it он, кот, она, рыба и так далее. Если нам нужно сказать «он любит рыбу», говорим о коте. It likes fish. Вот таким образом. Это все у вас утверждение. Тут просто запомнить, когда he, she, it, добавляем s-очку. Следующее у вас это предложение вопросительные, когда нужно поставить вопрос. То есть спросить, да, вы любите пиццу, они любят пиццу и так далее. Что здесь у нас будет происходить? Чтобы сказать, вот давайте у нас первое предложение. Do you like chips? И вопросик стоит. Do нам нужно, мы его не переводим. Главное, вот мы его не переводим. Do нам нужно в первую очередь для указания времени. То есть ты любишь пиццу, говорим любишь, настоящее время. Что делаешь, любишь. Это первое, для определения времени. Потому что do используется только в present simple. Больше вы его нигде не увидите.
И если он на первом месте, то это еще и вопросик. Это важно тоже. Но в первую очередь это для определения времени, второе для вопросика. Вот так будем. Do you like chips? Мы его не переводим. Ты любишь чипсы? Чтобы спросить «я люблю чипсы», ну, вдруг я забыла, люблю я или нет, то будет «Do I like chips?» Мы любим чипсы. Do we мы, like chips. Они любят. Do they like chips? Do на первом месте, и вместо you подставляем они, я и так далее. Но если нужно спросить у него, она любит пиццы, там чипсы, или тут как eggs идет, яйца, он любит яйца, у нас do меняется на does. Он служит то же самое, у него те же самые функции для определения время. Он вообще любит яйца или не любит? И для вопросика. Но только надо запомнить, когда he, she, it или мальчик, девочка, имя любое, то мы употребляем does. Читаем не does, does. Does he like eggs? Он любит яйца. Надеюсь, понятно. И вот тут уже к like мы никогда эсочку не добавляем, а рассуждаем так. Does эску забрал. Все, когда does, он эсочки все позабирал. Так, и ответы. Yes, I do. То есть да, я. I употребляется с do, как мы сказали. Yes, I do. Это краткий ответ, да. Ну, как бы я люблю, да. Да, это так. No, I don't. Нет, я don't, как бы не. Частичка не. Нет, я не. И если у него спрашивают yes, he does, да, he, он, ну да, является, он любит, да? No, he doesn't, нет, он, doesn't, не. После does поставили not, получилось не. Но мы сейчас как раз вот этот doesn't и don't рассмотрим в отрицании. И это последнее, ребятки. Нам нужно говорить «я не люблю что-то» или «я не бегаю», «я не прыгаю». Что у нас происходит здесь? У нас было I, да, то есть я, I like, я люблю. Теперь нам нужно сказать «я не люблю». I, мы ставим do, вот она do, видите? И потом добавляем not. I do not. Do опять не переводим, опять нам для времени оно нужно. А в слове not это частичка не, not, не. Вот эту оу, тут должна оу стоять, они взяли это в одно слово, слили, и получилось don't. I don't. И частичка вся не, то есть do же мы не переводим с вами, а not это не. Поэтому I don't, я не like burgers, я не люблю burgers, бургеры. Следовательно, нужно, если сказать ты не любишь, это будет you don't like burgers. Мы не любим. We don't like burgers. Они не любят. Вот местоимение. They don't like burgers. Вот таким образом. И если нужно сказать он не любит, она или он, она животные предметы, мы опять вместо do ставим does. Вот он у нас does. Does not. Сокращенно doesn't. Обозначает тоже не. He doesn't like vegetables. Он не любит vegetables, овощи. Она не любит. She doesn't like. И там, например, кошка что-то не любит, мы говорим на нее она, употребляем it doesn't like. Вот таким образом. Надеюсь, более-менее понятно. Сейчас на примерах как раз с этим познакомимся поближе. Так, что нам нужно в этом задании? Hop is the table, но эту табличку надо перерисовать, если вам зададут, конечно. Then, затем, ask, поговори your friends, вернее, не поговори, здесь задай. Your friends, спроси своих друзей, and complete, и вставь. Так, смотрите, у нас пример, делаем по примеру. Chicken – это курица, name, то есть имя, да?
наименование, название. Name как название часто переводится. И вот смотрите, нам нужно вставлять любое имя, любое. То есть мы берем, например, Энна. Do you like chicken? Ты любишь chicken, курочку, курицу? Ответ у нас, смотрите, имена людей вы берете сами, то есть это ваш разговор. Если вам это письменно задали, то просто пишите любое имя, которое вам хочется. И ответ, yes, I do, да, я люблю, no, I don't, нет, я не люблю. Также делаем с каждым. Например, берем Оля, да, вставляем Оля, do you like vegetables? Оля, ты любишь овощи? Ну, допустим, она говорит, no, I don't, нет, я не люблю. Далее берем Маша. Do you like ice cream? Маша, ты любишь мороженое? Ну, она отвечает, yes, I do. Далее, давайте, например, Данил, да? Данил, do you like chocolate? Ты любишь шоколад? Yes, I do. Дальше, понятно? Burgers, это будут бургеры, burgers, eggs, яйца, sandwiches, сэндвичи, chips, чипсы. Надеюсь, понятно. Здесь подставляем любое имя, то есть я подчеркну вам, что мы должны менять. Имя меняем и меняем последнее, что вы спрашиваете. Ответы вот они. Yes, I do, no, I don't. Вот это вот весь ответ будет. Так, второе задание. Ask and answer. Ask, спроси, and answer, и ответь. Так, мы смотрим, у нас тут собачка наша, это собаку нашу зовут Rascal. Слово ям это вкусно, ям, вкуснятина. И слово як это фу, невкусно. Ям вкусно, як невкусно, то есть фу. Так, что нам нужно тут с вами? Тут у нас задание следующее. Значит, первое под циферкой 1, вот смотрите, идет burgers, потом chips начинается. И образец. У нас вопросительное предложение. Мы должны спросить, что любит Rascal. Rascal – это он, да? Он, животное, предмет, он. Поэтому сначала мы ставим does для вопросика и для времени. Does Rascal like burgers? Rascal любит burgers, бургеры. У нас два варианта ответа будет. Если бургер находится где ям, да, вот он, то будет yes, he does. Да, he, он любит. Yes, he does. Если будет в этой стороне находиться, то это будет no, he, он doesn't, не любит. No, he doesn't. И что мы делаем? Вы будете здесь менять только последнее название. И ответ будет разный. Ну вот смотрите. Берем chips с вами, да, и подставляем сюда. Does Rascal like chips? Rascal любит чипсы. Ищем чипсы с вами. Так, чипсы у нас вот они. Поэтому ответ будет no, he doesn't. Вот он ответ наш. No, he doesn't. Далее подставляем. Does Rascal like vegetables? Любит Rascal овощи? Здесь у нас уже ответ. Yes, he does. Does Rascal like eggs? Любит он яйца? В стороне, где ям у нас, поэтому yes, he does. Does Rascal like cheese? Любит Rascal cheese? No, he doesn't. Вот як у нас. Does Rascal like chicken? Любит он курицу? Курицу любит. Yes, he does. Does Rascal like pizza? Любит он пиццу? No, he doesn't. Ясно, ребят? Ну, я думаю, определитесь. Одно только заменяем слово и смотрим, что отвечать. Yes, he does или no, he doesn't. Так, и последнее задание у нас с вами. Последнее задание. Now look. Сейчас посмотри.
At the pictures. На картинке. Again. Снова. And talk. И поговори about Rascal. О Раскале. Мы тут таким образом составляем. Первое, нам нужно написать, что он любит. Rascal like burgers. Вот, он любит этот бургер, да? But, но, but, маленькое слово но, he doesn't, но он doesn't, не like chips, но он не любит чипсы. Далее составляем предложение. Rascal likes, видим, Rascal это он, поэтому мы добавляем эсочку. Rascal likes и выбираем любое. Ну, допустим, вот они, eggs, да? Eggs. Слово это вот оно написано. Rascal likes eggs, but, но, he doesn't. Он не like, любит, ну, допустим, cheese. Вот он, cheese у вас. Далее, Rascal likes vegetables, but he doesn't like pizza. Ну, еще один давайте примерчик вам скажу. А тут у нас даже последний будет. Rascal likes chicken, but he doesn't like chips. Да, все предложения мы с вами... чипс у нас тут был. Ну, давайте cheese. Давайте хоть cheese. Пусть будет так. Так, ну что, ребятки, я надеюсь, было понятно. Вернее, тему вообще желательно, если вы сразу ее поймете, эта тема у вас будет и в 4, и в 5 классе, и в 6 даже классе будет. Ее сначала бы как бы лучше сразу понять. Давайте еще раз обобщим. Если у нас present simple утверждение «я люблю», «я бегаю», «я прыгаю», мы, когда he, she, it, глагольчику прибавляем s. Когда нужно задать вопрос, мы do, does заставляем на первом месте. Do и does на первом месте. Но когда he, she, it, то есть нужно спросить, он что-то любит или она, мы ставим does. Когда мы должны отрицать и говорить, мы не бегаем, не прыгаем, не любим, мы пользуемся don't и doesn't. Но doesn't мы ставим, когда he, she и it. В принципе, вот это вот все правило, но его нужно повторять и тренироваться. Так, ребят, ну что, будем завершаться. Я надеюсь, вам это занятие было полезно. На этом я с вами прощаюсь. Goodbye, see you soon. До свидания, увидимся скоро.